Кәсеке, мен ертең Астанаға бара алмаймын. Ертең де, дүйсенбі күні де, бір аптадан кейін де бара алмаймын. Неге? Өйткені мен Нұр-Сұлтан қаласында сол кезде боламын. Қалжың ғой. Ладно, давай, аман болыңыз. Көріскенше. Ох, ловко это у вас получается, я смотрю. Я думал, вы только в роликах своих по-казахски говорите, а вы, оказывается, и так, да, в жизни. Я все ваши ролики смотрел, все. Тоже стараюсь говорить на казахском, ага. Ну и как? Получается? Конечно, получается. О, вот Татешку на днях вез, она говорит, ой, балам, говорит, балам, асык бауға балама, говорит. Я-то казахский учил, знаю, знаешь, асык бала говорят, шустрый ребенок, я газу притопил, ее с ветерком довез. Ну, вообще-то шустрый, это пысық. Пысық бала, говорят, шустрый ребенок. А вот асықпауға болама, это можно помедленнее, она помедленнее хотела. Ух ты, неловко получилось как. Слушай, а может пока едем, ничего, да, если на ты, нормально же? И пока едем, казахский меня немножко научишь? Я зато разговариваю буду с клиентами нормально, вот без казусных моментов. Нет, ну можно, конечно, только это же записывать надо, так не запомнить. А вон у меня камера пишет в две стороны, туда-обратно, звук, все. Так что я запомню. О, улыбался, тогда вот у нас одна камера есть. Туда вот еще одну вот сюда сейчас поставим. И салям, достар, это казахский Сакынычем. Продолжаем изучать казахский язык. Сегодняшняя тема такси. О, другой разговор, что? Ал енді ехала, да? Ну, ең алдымен бастайық. Начнем сначала. Вот осы жерде тоқташ. О, там, давай. Мен жолаушы. Сен жүргізуші. Ұқтың ба? Ұқтым, понятно. Когда жолаушы сел, что нужно сделать? Поздороваться нужно. Да, это я знаю. Это саламатсыз ба? Там, қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш и қайырлы түн. Вот, молодец. Теперь, о чем ему нужно напомнить? Нужно ему напомнить, чтобы ремни пристегнул. Да. Ну, в русском языке мы просто можем сказать «пристегнитесь», да? А в казахском языке фразочка будет немножко подлиннее. «Қауіпсіздік белдігін тағыңыз». О, ну это сложная фраза, это я такое не запомню, сложно. Разбираем с самого конца. В конце у нас стоит глагол «тағу», «тағыңыз», «пристегнитесь», пожалуйста. Белдік. Бель вообще это поясница, а белдік это ремень. И вот это тоже ремень автобельдігі. Мы его пристегиваем. Қауіп – это опасный. Қауіпсіз – безопасный. Отрицательный суффикс «сіз». Белгілі известный, белгісіз – неизвестный. И получается қауіпсіздік белдігін тағыңыз. Так? Понятно. Слушай, а вот некоторые не могут сами пристегнуться. Вот им нужно помочь. Как мне предложить помощь свою? Так и спрашиваем. Менің көмегім керек пе? Нужна моя помощь? Или мен көмектесейін ба? Давайте я помогу. Қауіпсіздік белдігін тағыңыз. Қауіпсіздік белдігін тағыңыз. Көмегім керек пе? Көмегім керек пе? Көмектесейін ба? Көмектесейін ба? И вот мы едем. Что-то как-то душновато. Терезені ашуға бола ма? Чего? Терезені, окно, ашуға, открыть, бола ма? Можно ли? Если нам нужно закрыть, то так спрашиваем, терезені жабуға бола ма? Можно ли закрыть окошко? Можно это болады, болмайды, нельзя. Болады, да. Можно. Она все равно не работает, сломалась. Ну тогда так и говорим. Ол сынып қалды. Сломалась. Ол сынып қалды. Все, понял. Но я отсюда могу открыть, закрыть смело, вот. Отсюда вот. Улыбался, тогда пассажир может вас спросить. Можете открыть окошко? Терезені аша аласыз ба? Можете открыть? Или терезені жаба аласыз ба? Можете закрыть. Терезені ашуға бола ма? Терезені ашуға бола ма? Ашсам бола ма? Ашсам бола ма? Терезені жабуға бола ма? Терезені жабуға бола ма? Ол сынып қалды. Ол сынып қалды. О, радио. Я часто попадаюсь на таких жүргізушілер.
водителей, которые очень любят громко послушать музыку. Не всегда хорошую. Здесь стесняться нечего. Нужно прямо им говорить. Мен кешірім сұраймын. Музыканы бәсендете аласыз ба? Можете сделать музычку потише? Бәсендету, глагол, означает затухать. Ну, он очень хорошо подходит именно к музыке. А если передает любимую вашу композицию, либо какую-то важную информацию в новостях, то так и говорим. Добысын көтеруге бола ма? Можно поднять звучок? Или добысын төмендете аласыз ба? Добысын көтере аласыз ба? Музыканы бәсеңдете аласыз ба? Музыканы бәсеңдете аласыз ба? Дыбысын төмендете аласыз ба? Дыбысын төмендете аласыз ба? Дыбысын көтере аласыз ба? Дыбысын көтере аласыз ба? Дыбысын көтеруге бола ма? Дыбысын көтеруге бола ма? Глагол бәсендету очень хорош именно по отношению к музыке. Музыка затихает, тише делается. А вот когда мы говорим про скорость, например, можно ехать потише, тут нам нужен другой глагол. Мысалы, ақырын бола ма? Можно помедленнее? Или асықпай жүргізуші? Введите, пожалуйста, не торопясь. Асықпай жүргізуші. Асықпауға бола ма? Асықпауға бола ма? Ақырын бола ма? Ақырын бола ма? Асықпай жүргізіңізші. Асықпай жүргізіңізші. Но если водитель проявит недовольство, то напоминаем ему хорошую известную поговорочку. Асықпаған арбамен қоян алар. Асықпаған тот, кто не торопится, арбамен на телеге, қоян алар зайца возьмет, то есть зайца догонит. Тише едешь, дальше будешь в русском аналоге. У меня на эту поговорку есть другая поговорка, тоже по теме. Шапшан жүрсен, шан жұқпас. Шапшан жүрсен, типа тот, кто быстро едет, если быстро едешь, шан жұқпас, пыль не прилипнет. Вот такая. Часто вспоминаю ее, ага. Хорошая, кстати, поговорочка с точки зрения казахского языка. Шапшан – быстрый, проворный. Мы вот уже знаем, пысық – это быстрый, проворный. Шапшан. Ну, обычно мы используем тез быстро, да? Тезірек бола ма? Можно побыстрее. А вот шапшан – хорошее слово, чтобы как-то обогатить свой словарный запас. Легко запоминается. Птица есть такая, шапшан. 390 км в час развивает, когда пикирует за добычей. Или поезд есть сапсан. Но он, правда, помедленнее ездит. Короче говоря, мы торопиться не будем. И в следующем ролике будем продолжать дальше изучать новые темы, связанные с такси. А вы подписывайтесь, оставляйте лайки, комментарии к этому видео. И увидимся в новых роликах с YouTube «Казахский Сакынчым». Асықпаған арбамен қоян алар. Асықпаған арбамен қоян алар. Шапшаң жүрсең, шаң жұқпас. Шапшаң жүрсең, шаң жұқпас.